Добрый день. В эфире Радио Свобода. Мы ведем наш онлайн с Национального пресс-центру. Тут праз 3 хвилины мусить початься брифинг КДБ относно справы українського журналіста Павла Шаройки. От ми бачимо, що написано Комітет державної безпеки Республіки Білорусь о затриманні Павла Шаройки. Нагадаю, український журналіст Українського радіо Павло Шаройка був, як зараз висвітляється, затриманий 25 кастричника, пробачте, у Менску. Але про це стало відомо тільки 17 листопада від його жінки, коли вона з'їхала з Білорусі в Україну і в Києві розказала про те, що він нібито був затриманий, докладно був затриманий 25 кастричника, і що це робили співпрацівники КДБ, і вони провели в обшуку його квартири, і нібито він обвинувачується у шпіонажі. Докладно покуль от КДБ этой звестки не были подтверждены, и в пятницу 17 листопада КДБ отказывал, что комментаров на этот конт ничего не має. Еще не ранится такие самые отказы чули журналисты про справу Павла Шаройки, але ось непосредственно годину тому стало відомо, що КДБ мусив обіцяє такий брифінг тут у Національному прес-центрі. Журналісти чекають інформації як про затримання Павла Шаройки, так і про те, у чим він обвинувачується, де утримується, що з ним зараз відбувається. По звістках від Олени, жінки Павла Шаройки, його тримають у КДБ, у американці СІЗА КДБ. Він нібито має державного адвоката, переписується, до його нібито можуть доходити листи, і так само йому передають передачі. Але більше нічого про його стан, про те, у яких умовах він знаходиться, поки нам невідомо. Ну, нагадаю криху, що Павло Шаройка, ему 46 годов, и он был выпускник Львовской військово-політичної вучельні, скончив там факультет журналістики, був військовим кореспондентом, працював шмат у яких військових виданнях, і так само був керівником пресової служби різних розділів українського війська. А у 2011 році він звільнився з війська у званні полковника і спочатку працював власним кореспондентом агентства «Уніан» тут у Білорусі, а кілька років тому став так само власним кореспондентом працювати Українського радіо. І ось співпрацівниця Українського радіо, яка координує дзейнасць замежных кореспондентаў гэтага медыа, першая падняла трывогу з-за того, што Павел Шаройка перастаў выходзіць на сувязь у канцы кастрычніка і не паведамляў пра тое, дзе ён, чым займаецца. Але і украінская амбасада таксама нібыта нічога ей не адказвала, дзе гэты чалавек. І толькі зараз стала вядома, што вось пачынаецца наш брифинг. Дмитрий Побяржин готовы отказать. Добрый день, уважаемые коллеги. Комитет государственной безопасности проводит брифинг, в ходе которого вам будет доведена информация в отношении задержания гражданина Украины Павла Шаройка. 25 октября 2017 года Комитетом государственной безопасности при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Павел Шаройка. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройка создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которая за денежное вознаграждение выполняла его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж».
и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Республики Беларусь. Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в Центр. В результате сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата. 25 октября 2017 года в Министерство иностранных дел Республики Беларусь направлены материалы, подтверждающие противоправную деятельность спецслужб Украины против нашего государства. Спустя несколько часов о задержании украинского разведчика внешнеполитическим ведомством проинформирован посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не придавать огласке. Кроме того, при собирании секретных материалов задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Беларусь свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Республики Беларусь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государству». Комитетом государственной безопасности проводится комплекс необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на внесение полной ясности в характер незаконной деятельности задержанных. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Спасибо за внимание. Нет. Информация, она достаточная для внесения ясности в характер деятельности. Там же другие, что Эти вопросы к теме брифинга, к сожалению, не относятся. Ну, большое спасибо. Всего доброго, до свидания. Эти вопросы к теме брифинга отношения не имеют. До свидания. Не, ну так посол. Как? Молодец. Все уже закончено. Всегда так. Все, отключай. Минуты. Все в 6 минут. Ну, так я говорю. Вот так. Останься на месте. Еще чуть не хватало. Шокировал. Потому что у меня все, я уже выскочил. Я рад. А мы заканчиваем наш онлайн. Нагадаю, это был Национальный пресс-центр. Свобода вела репортаж с Национального пресс-центру, где представник КДБ Дмитрий Побяржин давал информацию про затримание и выставление обвинувачення. І тлумачу, по яких причинах затриманий Павел Шаройко, український журналіст, а так само була інформація про те, що він нібито створив сітку, шпіонську сітку тут у Білорусі, і був затриманий ще один громадянин Білорусі, який так само признав себе винуватим.
До побачення. Следите за нашими репортажами на эту тему на сайте Радио Свобода.